Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. В Якутске продолжают устранять последствия разлива нефти. Какие работы ведут и каковы результаты исследований Роспотребнадзора на сегодняшний день. Также в столице подвели итоги реализации стратегии детской декады. 23 проекта уже рассмотрены, что власти намерены делать дальше. А в Москве завершился 20-й ежегодный международный фестиваль «Интермузей», в котором принял участие и наш Национальный художественный музей республики, что показали якутяне на выставке. Специальный репортаж из столицы страны. На реке Лени в районе Якутска и Табаги с 9 по 10 июня ожидается вторая волна весеннего половодья. Об этом сообщает Якутская гидрометеостанция. По словам начальника Якутского управления гидромеда Василия Ивановича Кузьмича, предполагается выход воды на пойму, а также подтопление сенокосных угодий. По прогнозам, у Якутска вода будет достигать 5 метров, а у поселка Табага 7,5 и 7,8 метров. Оба показателя – максимальные уровни реки. Якутская ТЭЦ прекратит подачу горячей воды с 5 по 7 и с 13 по 15 июня в связи с проведением испытаний тепловых сетей. Всем потребителям необходимо обеспечить надежное отключение систем тепла, не приближаться и не производить работ на тепловых сетях. Цитата: «Данные работы по завершении отопительного сезона ежегодно проводятся перед началом ремонтной кампании для выявления узлов и участков трубопроводов, а также элементов оборудования, которым необходима замена или ремонт», говорится в сообщении Якутскэнерго. Также отметим, что сегодня ночью с 23 часов вечера и до 6 утра завтрашнего дня будет произведена еще и общегородская остановка холодного водоснабжения. Это связано с началом пусконаладочных работ на строящемся водозаборном сооружении. На месте разлива нефти в грузовом порту Якутска продолжаются очистительные работы. Их проводит судоходная компания «Якутск» силами плавучего крана. Осуществляется подъем загрязненной почвы прилегающей территории. Вырублен загрязненный кустарник. Росприроднадзор сегодня взял пробы воды для анализа. Очистительные мероприятия должны вестись вплоть до нормы для нормальной работы рыбохозяйственных субъектов. Задействовано примерно где-то около 5 человек судоходной компании «Якутск» и привлечена сторонняя помощь в количестве 7-8 человек. А техники работает 2 погрузчика, эскаватор, кран. Ну и все, что загрязнено и вытащено на берег, оно утилизируется силами судоходной компании «Якутск». Процедуру строительства на дальневосточных гектарах могут упростить Минвосторг и развитие. В сентябре планирует внести в Госдуму проект поправок в закон о дальневосточном гектаре, среди которых есть упрощение процедуры получения разрешения на строительство, а также возможность получения еще 1 гектара. Об этом сообщил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. Его цитата: «Сейчас внесены поправки в закон, которые касаются соотечественников, желающих переселиться на Дальний Восток из-за границы. Мы планируем, что нужно дать нашим гражданам право досрочно оформлять земельные участки в собственность в случае, если человек освоил этот гектар, а не ждать 5 лет. Если человек построил дом на своем участке, живет в нем, не нужно будет ждать оставшиеся годы, а можно будет просто оформить землю в собственность». Конец цитаты. Создание объединенного центра обслуживания «Валроса» переходит на новый этап. Уже создана дочерняя структура, на базе которой и будет разворачиваться центр. Осталось определить функционал из подразделений компании и разработать детальный план перехода. Обо всем этом говорили на рабочем совещании в управлении «Валроса». Подробности у Романа Муконина. В «Валроса» началась детальная проработка функций общего центра обслуживания и перевод процессов его создания на новый уровень. Руководство компании обсудило это на совещании с профильными специалистами и приглашенными экспертами компании Deloitte. На данный момент рабочая группа начала детальное обследование функций и задач, которые в скором времени будут переданы в АЦО. Это нужно для создания работающей модели общего центра обслуживания, которая учитывает все нюансы и специфику алмазодобывающей компании. Обычно на первом этапе ты строишь АЦО и реализуешь часть
эффектов по повышению эффективности. Дальше, когда ты уже консолидировал определенные функции, у тебя появляются новые возможности по дальнейшему развитию этих функций, по расширению функционала, созданию новых сервисов на базе общего центра обслуживания. Поэтому каждый АЦО проходит несколько этапов развития. Наиболее эффективны те, кто создал АЦО 15-10 лет назад. Нынешний этап создания АЦО «Валроса» направлен на централизацию 4 функций, которые на данный момент используют сотрудники компании. Это бухгалтерский учет и отчетность, управление персоналом, казначейство и закупки. Начать работу пилотный проект АЦО должен 1 октября. На совещании с докладом выступила генеральный директор новой дочерней структуры ООО «Алроса Бизнес-сервис», на базе которой и будет создан общий центр обслуживания. Также мы рассказали всем сотрудникам проектной команды о том, что у нас существует детальный график перевода функций в АЦО, и с этим графиком можно ознакомиться через сотрудников проектной команды, а также через своих руководителей. Кроме того, мы еще раз подчеркнули о том, что у сотрудников тех функций, которые в дальнейшем будут переданы в АЦО, для этих сотрудников предусмотрена компанией «Алроса» обширная мотивационная программа, которая позволит сделать переход в АЦО максимально комфортным и интересным для сотрудников. По видеосвязи из Москвы во встрече участвовал заместитель генерального директора «Алроса» Алексей Филипповский, который отметил основные цели проекта, такие как стандартизация процессов для повышения эффективности и обеспечения контроля операций компании, повышение оперативности предоставления данных для увеличения скорости принятия управленческих решений и сокращение затрат по централизуемым функциям в рамках общего центра обслуживания. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Якутске подвели итоги реализации стратегии действия в интересах детей республики за 2012-2017 годы. Под рассмотрение попали 23 целевых индикатора, которые были заложены в свою очередь в стратегию. Большинство достигнуты и даже перевыполнены, но все же есть ряд проблем, которые нельзя откладывать в долгий ящик и необходимо обсудить уже сейчас. 31 мая было издано распоряжение правительства об утверждении плана мероприятий реализации десятилетия детства. Я думаю, в рамках него мы уже заложили определенные направления, но сейчас временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Сергеевич Николаев поставил четкую задачу, что нужны реальные дела и реальная критика тех мероприятий, которые мы проводим. То есть мы будем работать конкретно на результат, так как нам сейчас поручает Айсен Сергеевич. Сразу несколько праздников в один день. 12 июня в обрядовом комплексе Иссех в Нерюнгри состоится празднование Дня России и общерайонного национального праздника Иссех, посвященного Году здорового образа жизни в Нерюнгрийском районе, Году содействия занятости населения в республике и Году добровольцев в Российской Федерации. Программу празднования вы сейчас можете видеть на своих экранах. А прямо сейчас на месте проведения праздника находится моя коллега Александра Цыбикова. Александра, остаются считанные дни до Иссеха. Какова готовность? Да, Василий. Буквально через неделю на обрядовом комплексе пройдет традиционное празднование, олицетворяющее начало лета и пробуждение природы. В этот день, 12 июня, Нерюнгринский район ежегодно отмечает сразу два события – День России и самый главный праздник Якутии – Иссех. В нашем районе проживают более 100 национальностей, которые соберутся в один дружный хоровод Осохэй, чтобы встретить начало лета. В данный момент идут подготовительные работы. Ежегодно накануне празднования проводится ряд мероприятий по благоустройству обрядовой поляны, главной Тусюльге. Таким образом, всего за несколько лет был сделан небольшой сквер, перенесено место торгово-промышленной зоны, благоустроена территория и установлены обрядовые сооружения. Главным местом событий в этот день является главная Тусюльге, на которой пройдут народные игры, соревнования сильных и ловких в национальных видах спорта, танцы и различные конкурсы для гостей. Ну и, конечно же, традиционно пройдут ряд предприятий и праздничный концерт. Обряд открытия Иссеха в этом году сделают гости из Верхневилюйского района. Надеемся, что в этот день будет такая же солнечная погода. Василий? Александра, спасибо. А я напомню, что на месте событий работала моя коллега Александра Цыбикова. Также мы будем держать вас в курсе хода мероприятия в следующих выпусках новостей.
А в Москве тем временем завершился 20-й ежегодный международный фестиваль «Интермузей». В нем также участвовал Национальный художественный музей республики. Что показали якутяне на выставке в материале нашего специального корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. Посетители, а это москвичи и гости столицы, придя на ВДНХ, попадают на музейный праздник. Ведь это главная витрина страны, где демонстрируется все самое интересное и уникальное. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия каждый год активно участвует и презентует здесь свои лучшие музейные проекты. На сегодня Национальный художественный музей очень богато своими креативными проектами. Вот сегодня они представляют свой проект «Раритеты Арктики», а также рассказывают о своем проекте биеннале современного искусства, президентский грант, который выиграли в эти дни. В этом году Национальный художественный музей, единственный из республиканских музеев, в 3-й раз прошел во 2-й тур конкурсной программы в 4 номинациях. Проект «Олонхо» и мировые эпосы, материальная культура народов Якутии в музеях мира Германия и детская образовательная музейная программа для детей с ОВЗ «Особый посетитель». Нынче фестиваль «Интермузей» существенно расширил свою географию, представив около 400 собраний со всех музеев России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению организаторов, одним из которых является Министерство культуры Российской Федерации, данный фестиваль не имеет аналогов в мире. А еще это образовательная, познавательная и культурная площадка, где участники представляют национальные обычаи, костюмы, традиционное исполнительское искусство. Многие наши коллеги были приятно удивлены всей масштабностью нашей работы. Это и наши новые технологии, наши интересные проекты. И вот то, что отрадно, что в эти дни мы узнали, что выиграли грант президента Российской Федерации Владимира Путина. И мы будем дальше еще с большей отдачей, с любовью работать и двигаться вперед. Тема нынешнего 20-го юбилейного фестиваля – музеи и общество. А это значит, что Интермузей будет наполняться новыми смыслами и оставаться прекрасной площадкой для общения. Наталья Сазонова, Олег Южилкин, Михаил Кулаков, Москва. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах я24.ru и nvkonline.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.